Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами я, Зелимхан Багаев, «Вечерний чай», и наш гость Хамзат Юнусов, директор Центра подготовки и переподготовки работников средств массовой информации. Добрый вечер, Хамзат. Вам огромное спасибо за то, что вы пришли к нам. Ну и, может быть, самый первый и самый главный вопрос. Вы смотрели пресс-конференцию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина? Да, смотрел очень скрупулезно, очень внимательно, всю от начала до конца. Вы заметили, как-то внезапно совершенно возник вопрос о языке, о языках народов Российской Федерации. В том числе президентом был назван и чеченский язык. И ваши впечатления? Ну, я бы не сказал, что он возник внезапно. Ну, то есть была какая-то предварительная проблема. Эта проблема возникает время от времени. Вообще в Российской Федерации временами обостряется, временами обсуждается очень широко. Но на этой пресс-конференции он действительно возник опять этот вопрос. Я думаю, что каким-то образом все точки над «и» вроде расставлены. Были расставлены, вы считаете? Ну, то есть, если, кажется, допустим, летом 2017 года были проблемы, допустим, в Татарстане, в Башкортостане, ну, в меньшей степени, может быть, еще где-то, и вот сейчас уже все эти точки расставлены, и проблема исчезла? Она не исчезла. В Российской Федерации, многонациональной Российской Федерации, народы должны изучать свои языки. Вот это четко, очень четко было высказано. Во всеуслышание, четко. Да. Там, вот если полгода назад на совещании президента с губернаторами там не все было высказано, то на этот раз вот продолжение того разговора о языках, и о русском языке в том числе, и о языках народов Российской Федерации, мне кажется, что все-таки вот эта точка была поставлена, что языки народов Российской Федерации эти народы должны изучать. Естественно, это особенности этого народа, это особый мир, это особая культура, это духовность, это все составляющие через язык, естественно. Мне так кажется, что все-таки вот это понятие, вот это дискуссии главное, по необходимости, высвечена проблема, и дискуссию будем ждать, и будем ждать каких-то решений. То есть дискуссий по этому поводу быть не должно. Есть законодательство Российской Федерации, есть Конституция, есть законодательство по образованию, по языкам, и у самих республик это такое же есть законодательство. Вот в рамках этого законодательства каждый народ имеет право и должен изучать свой родной язык. А что язык, скажите, вот вы согласны с тем, что язык — это главный компонент, может быть, главный акцент, это основная какая-то константа, основная единица культурной идентичности? Если нет языка, нет народа. А вот смотрите, я готовился к встрече с вами, но это в меньшей степени касается, допустим, каких-то районов, а вот если север Российской Федерации взять, масса народов, вот масса народов перечислены, я честное слово даю, я первый раз вообще слышал такие названия, такие народы. И там уже нет языков. Самому народу написано, вот родители признают, невыгодно разговаривать на родном языке, то есть представители народа останутся, а язык, он практически уже вымер. Это сложнейший действительно вопрос. Как мы знаем, ежегодно в мире исчезает определенное количество языков, именно потому, что носителей этого языка становится меньше. Если я называюсь чеченцем и не говорю на чеченском языке, не знаю я этот язык,
как я могу называться этим чеченцем? То есть, прежде всего, идентичность народа проявляется через язык. Через язык. Язык – это духовная составляющая этого народа. Это его культура, это его нравственность, Память это его историческая, обычаи, система ценностей, это наверное. его традиции. Да, это все происходит через язык. Если языка нет, естественно, и народа такого, через какое-то время этот народ исчезает. То же самое происходит и у тех народов, о которых вы говорите. Да, этот процесс идет давно, очень давно, еще с начала прошлого века. Хотя вот в Российской Федерации сегодня каждый народ имеет возможность защитить свой язык. Народ имеет такую Значит, возможность. дело в менталитете, может быть, в утере исторической памяти? Да, это очень много различных моментов, которые нужно учитывать. Тут и политический момент, тут и экономические, финансовые возможности этого народа, тут и какие-то законодательные, тут и чисто менталитет даже этого народа. Если этот народ сопротивляется утере своего языка, он будет способствовать тому, чтобы он развивался всеми силами. Если он таких усилий не прилагает, значит, слабо. А скажите, вот вы на протяжении многих лет, вы многие годы посвятили родному языку, родному слову. Вот, допустим, как сегодня, 2017 год, декабрь месяц, были периоды, когда развитие чеченского языка тормозилось, и вот когда взлетало, и вообще относительно того, что было на сегодня состояние языка. Можете во всех нюансах показать, плюсы и минусы. Язык находится на очень опасной черте. Находится сегодня чеченский язык. Почему? Потому что есть люди, которые, интеллигенция в основном, это деятели культуры, образования, писатели, журналисты. Вот есть определенный круг людей, которые понимают, что если мы слабо будем изучать сегодня свой чеченский язык, если мы не передадим его в таком же состоянии будущим поколениям, то есть опасность исчезновения этого языка. Есть такая опасность у каждого малого народа. Такая опасность у каждого малого. Но сегодня в нашей Чеченской Республике созданы все условия для того, чтобы мы этот язык изучали. Нам никто не мешает. Нас никто не заставляет говорить на русском языке или на каком-либо другом языке, если есть возможность говорить на чеченском языке. То есть созданы и законодательные, и экономические условия в школе, хотя это мое мнение, недостаточно часов по изучению чеченского языка. Тем не менее, даже существующее вот это количество часов мы не используем полную меру, я бы так сказал. Поэтому вот такой опасности, ближайшей опасности исчезновения языка я не вижу. Но тем не менее, если мы сегодня не обратим особое внимание на дальнейшее изучение, обучение этому языку, то есть опасность в будущем прийти к такому же результату. Вот позвольте, Хамзат, я зачитаю цитату. Это конкретно о Чеченской Республике. То есть у меня есть ссылка, насколько вы можете сами оценить, насколько можно доверять или нет. И вообще проблема правильно обозначена. Несмотря на то, что национальный язык активно используется в быту, в республике все же отмечают, что сфера его использования продолжает неуклонно сужаться.
так как в обществе падает интерес к его изучению и употреблению. На последнем круглом столе в Министерстве культуры Чеченской Республики отметили тревожный, по мнению участников, процесс смешивания разговорной речи родного и русского языков, а также тенденцию к постепенному вытеснению чеченского языка из официальной среды. Да, действительно, сужение идет катастрофическое, я бы сказал. Почему? Потому что пишущих на чеченском языке литературу приходит мало. То есть творческая интеллигенция, действительно, я об этом никогда не думал, процент тех, кто на русском языке и на чеченском пишет. Пишущих на чеченском языке журналистов днем с огнем не слышишь. Это не потому, что у нас нет условий для изучения этого языка, не потому, а потому, что целые десятилетия, от 90-е годы, начало 2000-х годов, мы жили в хаосе, мы жили в военных условиях, мы проходили через уничтожение всего и вся, в том числе и духовности, нравственности. Война приносит с собой не только экономическое уничтожение, живых людей уничтожает, какую-то нравственную систему. Да, и нравственную духовную систему разрушает. Поэтому вот то поколение, которое выросло, родилось и выросло в 90-е годы, в начале 2000-х годов, это целый пласт, это целое поколение народа. Вот среди этого пласта очень мало людей, которые изучали нормально, в нормальных условиях, нормально изучали чеченский язык. Поэтому мы стали перед этой проблемой сегодня. Я говорю о том, что у нас эта проблема будет развиваться и углубляться, если мы сегодня в той же школе, в тех же вузах, в тех же средних специальных учебных заведениях не будем придавать значение этому языку. Наверное, эта пресс-конференция президента нашего государства, она активирует интерес к родному языку, к его изучению в школе. И пример нашего главы региона Рамзана Ахматовича. Я думаю, что это активирует. Я надеюсь на это, потому что не только он это все сказал, а наш, как вы сказали, глава республики Рамзан Ахматович, он в своем инстаграме примером своим просто. Он в своем инстаграме четко все высказал. Он привел слова президента и от себя комментарий добавил. Вот и смотрите. Четко все сказал. Я думаю, что у нас есть все условия для того, чтобы потенциал есть. И там изучать и чеченский язык и литературу, и в школах изучать. Потенциал есть. У нас есть закон об образовании в Чеченской Республике. У нас есть закон о языках в Чеченской Республике, принятый парламентом. Туда вносились изменения несколько раз. И закон о языках, и закон об образовании. Вносились изменения с тем, чтобы наши школы, наши средние специальные учебные заведения и высшие учебные заведения имели возможность обучать чеченскому языку и литературе. Туда вносились изменения в последние годы. У нас есть Конституция, где черным по белому написано, что чеченский язык наравне с русским является государственным языком. То есть каких-то преград в виде, я не знаю, в виде каких-то там других документов я не вижу. То есть мы имеем все возможности для равноценного изучения и развития обоих государственных языков. Мы имеем возможность и русский язык, и чеченский язык. Необходимо только желание. Вот у нас, у чеченцев есть такая черта. Когда в нашем характере она присутствует, когда нам что-то запрещают, мы это твердо из принципа делаем. А когда нам дают свободу, дорогу широкую. Да. Вот мы расслабляемся и все пускаем на самотек. Вот
в языке то же самое. Когда бытность Советского Союза, когда в Советском Союзе все шло к тому, что есть только советский народ, и нет каких-то других национальностей, все шло к этому. Политика партии была такой. Вот мы просто не успели до этого дойти, Союз развалился. Вот когда была такая ситуация, мы противодействовали как могли и изучали этот язык. Находили возможности. А вот когда у нас получилась полная свобода, мы вышли из этого союза, у нас была вся возможность изучать этот язык, мы, наоборот, в 90-х годах начали его уничтожать. Вы помните, мы его переводили на латиницу, абсолютно, абсолютно неподготовленными для этого, еще что-то делали. То есть мы сознательно, осознанно шли к уничтожению. Потом мы по кусочкам собирали в начале 2000-х годов, когда в руководство республики пришел Ахмад Хаджи Кадыров, который понимал, что без языка нет народа, вот он начал собирать по кусочкам тех людей, которые знают, пишут, читают. И вот тогда у нас начался процесс возрождения языка. А сегодня мы опять немножко расслабились, мне так кажется. Вот уже несколько лет идет процесс локализации чеченского языка. Это называется... Объясните, локализация чеченского языка. Я так понимаю, локализация это под какой-то периметр загнать? Это у нас в Академии наук создан отдел во главе с Салади Умар Хаджиевым, он кандидат математических наук, как ни странно, но усилиями Райкома Дадашева, вице-президента. Мы все знаем, что он сделал для развития родного языка. В общем, там создан этот отдел уже несколько лет. И он работает над тем, чтобы ввести чеченский язык в Windows. Программа. Вот это самое знаменитое Word, то, что мы печатаем на компьютере. Совершенно правильно. Вот об этом, если можно, подробнее. Это очень интересно, это необыкновенно. Вот мы на компьютере набираем на русском языке текст, ошибку делаем, он нам его подчеркивает. Так же? А на чеченском языке мы набираем, сплошь каждое слово нам подчеркивается. Так же? Так. Эта программа нам их подчеркивает, потому что она не распознает. Вот все дело в том, что этот отдел принял на себя такое обязательство разработать эту систему и в согласовании с Windows, это же все-таки надо спрашивать разрешение на это, ввести чеченский язык в эту систему. Если она будет введена в эту систему, естественно, любой из нас может печатать, и если там будет ошибка, наше слово будет подчеркнуто. То есть мы сами уже можем контролировать грамотность именно в том же интернете, в различных компьютерных программах. То есть эта работа, она идет, она очень скрупулезная, она очень долгая, нудная работа, естественно. Если этот вопрос будет продолжен и завершен, конечно, это будет очень большой шаг к дальнейшей гарантии, что этот язык не исчез. То есть, если будет программа, значит документооборот, офисы, министерства... Простой пример. Простой пример я приведу. По первой позиции. Это по школам? По школам, по обучению на чеченском языке. Вот произошла революция, Великая Октябрьская, так называемая. Был создан Советский Союз. Тогда, несмотря на то, что в течение 10 лет 3 раза менялся алфавит чеченского языка, но тем не менее... Вы имеете в виду кириллица, латиница? Да, в 20-х годах, 20-х, 30-х годах. Тем не менее, обучение шло начальных классах, в основном обучение шло на чеченском языке.
на чеченском языке обучали и математике, и истории, и биологии, и другие предметы. И этот период, 30-е годы, когда обучение шло на нашем родном языке, у нас выросла целая плеяда гениальных людей во всех сферах. И в литературе, в культуре, в образовании, в науке, даже в точных науках, в производстве. То есть потенциал народа был раскрыт именно через свой родной язык. Это аксиома, которая не требует доказательств. Она в мировой практике уже много веков назад доказана, что если обучение ведется на своем родном языке, оно воспринимается лучше, легче и доступнее. Когда мы возвратились с ссылки, это до 1944 года обучались на чеченском языке, на родном языке. А вот когда мы возвратились, наши чиновники тогда почему-то приняли программу обучения, скажем, московскую, рязанскую, белгородскую, то есть сразу на русском языке. Хотя в те годы был такой подготовительный класс, чтобы этот переход был не резким, в подготовительном классе детей кое-чему хотя бы чуть-чуть обучали, готовили к этому первому классу. А сегодня мы этих детей бросаем в первый класс, знают они язык русский, не знают, мы сразу их бросаем в этот омут, совсем непонятный для них, и заставляем буквально зубрить. И дети начинают учиться зубрежке. И с первого класса по 11 класс многие из них так и остаются на этой зубрежке. Поэтому у них знания плохие. А если бы мы обучали их до 4 класса на чеченском языке, за эти 4 года обучая в том числе и русскому языку, у нас бы никаких проблем не было. Родители боятся того, что дети не будут знать русского языка. Никакой боязни не должно быть, потому что русскому языку намного легче обучиться ребенку, если он знает свой язык. Не зная ни своего, ни русского, грамотного этого языка, ребенку очень трудно, сложно. Это психологически его ломает. Эти эксперименты проводились много раз, говорят об этом много раз. И сегодня тоже, в начале 2000-х годов тоже были проведены эксперименты. А вот сегодня как в школе в начальной? Если вы в курсе, конечно. Сегодня в школе в начальной, я и говорю, в первом классе дети идут в школу, у них кроме... Я говорю, несколько лет назад копья ломали, говорили, все... Кроме одного предмета, абат, в первом классе, кроме этого одного предмета, все остальное на русском языке в первом классе. А вот знаете, мы с вами вспомнили райком Дадашев. Я знаю, что райком Дадашев, вместе со своим коллегой, они создали словарь физических терминов, по-моему. Да. То есть я, например, хотел как аргумент сейчас сказать, что как можно математику, допустим, изучать на чеченском языке? Хотя ответ очевиден. Если есть целый словарь терминологии, лексических каких-то единиц, физических в чеченском варианте, то почему бы не изучить таблицу умножения? Никакой проблемы в этом нет. Абсолютно. Это академический словарь, очень исключительно хороший словарь. Я даже не имея такого словаря, в 90-х годах в чеченских селах в Дагестане обучали в начальных классах на чеченском языке. 1, 2, 3, а то и 4 класс.
там буквально на пальцах, честно говоря. У них не было ни учебников, ни математики, ни каких-то других предметов, ни истории на чеченском языке, ничего у них не было. Они буквально все собирали, где могли, что могли, находили и сами обучали. Потому что в Дагестане во многих селах, вот, где компактно проживает один народ, тогда обучались, начальная школа была на своих языках. Вот они наравне со всеми обучали детей на основе чеченского языка. В то же время в Российской Федерации, во многих национальных республиках никогда не прерывалось обучение на своем языке начальных классов. Никогда не прерывалось. Даже сегодня, вот в нашей соседи, в Северной Осетии, билингвальная система называется. Они обучают своих детей в начальной школе на двух языках, на русском и на осетинском. Есть определенные дни, то есть есть определенные предметы, которые обучают на своем языке, и определенные предметы, которые на русском языке. То есть вот это все совмещается. И дети намного легче понимают, что происходит в этой школе. И есть такие варианты и в других различных национальных республиках. Но мы почему-то не хотим никак это принять. А вот давайте поговорим, может, о возможностях чеченского языка. Вы знаете, опять же, будет цитата, это вот книга, видите, Нора Галь, это переводчица, знаменитая переводчица, великолепную литературу переводила. И вот фрагмент я хочу прочитать отсюда. Итак, есть еще одна черта у исландского народа. Это любовь и интерес к родному языку. Язык и литература – это то, что на протяжении многих веков сплачивало народ. О колоссальном богатстве исландского языка писалось много. Много писалось и об исландском стремлении не допускать иностранные слова в язык. В исландском почти нет иностранных слов. То, что в других европейских языках выражается интернационализмами, здесь обозначается словами, подчеркиваю, созданными из средств родного языка. Для таких понятий, как, например, революция, социальная техника, космос, мутация, калория, спектр, стадион, автобус, кинофильм, атом, факультет, энергия, фотоаппарат и для тысячи тысяч других понятий современный исландский язык использует свои слова, не прибегая к заимствованиям. Чеченский язык. Возможно ли переводить? Ну ладно, это язык художественной литературы. Да. Я видел журнал «Гоч», где было переведено много великолепных, всемирно известных писателей. Но если я возьму, к примеру, «Гравитация без формул», книга великого индийского астрофизика, или я возьму трактат по искусствоведению, Альбрехт Дюрер, где много специальной терминологии. Возможно ли, поднатужившись, с использованием академиков наших, с использованием словарей, мы же сказали только что есть словарь физических терминов, возможно ли нам переводить, то есть весь комплекс, все векторы современного печатного дела. Это может быть художественная литература, это научная литература, самая экзотическая, на мой взгляд, и может быть не экзотическая, и может быть язык действительно может запросто перевести слово меланхолия, вот человеческий характер. Может, мы не думали про это? Темперамент. Скажу, у нас очень много слов, архаизмов, которые сегодня не используются. Я не сказал бы, что возможен перевод без использования каких-то терминов. И термины, естественно, нужно использовать. Любой язык богат тем, что он в общемировой копилке языков взаимообогащается.
То есть вы допускаете проникновение да, в чеченский это- язык. Просто я это- прочитал, и мне это понравилось. Исландцы законодательно запретили это- только своими средствами. Это запретом сегодня это невозможно сделать, по-моему. Даже у них это не совсем так получится. Для того, чтобы новое слово прижилось в языке, нужно очень большое время. Нужно, чтобы этот народ воспринял это слово, этот термин. Если на основе своего языка создается какое-то новое слово с новым значением. Это нужно очень долгое время. Намного легче сегодня принять из другого языка, заимствовать и подчинить это слово законам своего языка. То есть сегодня перевести на чеченский язык самый сложный текст возможно. Физико-математические. Возможно. Это просто надо иметь желание и действительно иметь терпение. И иметь очень большие действительно знания тому, кто будет переводить. Я лично в начале 90-х годов перевел один текст, сейчас я не помню его название, там столько было, огромное количество терминов различных, математических, физических, биологических, химических. Вы нашли аналог Я каждому? Я и аналог находил, я и смысловой перевод в основном делал. Я нашел эту возможность. То есть мне так посчастливилось, скажем так. Я учился в нашем Чечено-Ингушском университете на национальном отделении, 3 года проучился. И потом уже перевелся в Ленинград на факультет журналистики. То есть я получил базовое образование на чеченском, то есть чеченского языка, и потом уже закреплял это все на основе своего языка, русский. Вот поэтому я перевел. Это было трудно, это было действительно трудно. И сегодня есть такая возможность. Мы, конечно, научные трактаты на чеченском языке по математике, по физике, по химии мы, конечно, не создадим, но тем не менее, если бы мы были поставлены такие условия, что мы все должны писать, говорить на чеченском языке, то в течение, скажем, лет 10 мы к этому перешли бы. Ну, это было бы великолепно. Если бы нас поставили такие условия, мы перешли бы. То есть я имею в виду, что потенциал, то есть если будут необходимые условия, возможно. Возможно, потому что у нас богатейший язык, древнейший язык, он очень богатый. Вот если у нас очень мало осталось сегодня таких вот старожилов, которые красиво говорят на чеченском языке. Вот не применяя ни одного слова русского, они разъясняют любое явление, любое понятие. Ну, к сожалению, время идет, и мы уходим, и в том числе те люди, которые, как вы говорите, хранят те лексические единицы, те словарные какие-то багажи, которые могут исчезнуть. И вопрос сам собой возникает. А вот словари, работа над словарями. Я имею в виду, если за точку отсчета взять Мациевский словарь и соотнести и сравнить с ним все разговорники, словарики, которые создаются сейчас, вот кто-то работает. Пока на сегодня. Это взлет, это кривая, это диаграмма, или это все-таки спад какой-то? То есть недостаточно еще? Вот я такое сравнение приведу. Давайте. Есть такой словарь Ожегова. Так, словарь, понятно. толковый словарь русского языка. Этот словарь Ожегова давно нету. Так же. Но автор остался. Этот словарь раз в 5 лет выпускается снова с новейшими дополнениями. Сегодняшние слова, которые входят в русский язык, дополняются в этом словаре. Но
имя Ожегова оставляется. Это работает целая группа ученых, языковедов, которые вводят в этот словарь новые слова. Такой же принцип должен был бы быть и у нас. Мациевский словарь оставить как основу, потому что лучшего у нас на сегодняшний день нету. Оставить его фамилию, его имя на этом словаре и через определенное время, 10 лет, скажем, 5 лет, скажем, дополнять этот язык на основе вынесения какого-то решения на уровне Академии наук, или какой-то, как вы сказали... Ну, вы говорите, вот вы состоите членом комиссии, как вот вы сказали, вы обозначьте ее какой-то снова. комиссии, какого-то органа, который имел бы на это право. Наш чеченский язык сегодняшний, он утвержден в 1939 году решением Совета народных комиссаров Чечено-Ингушской АССР. После этого никакого утверждения изменений в нашем языке не было с 1939 года. Поэтому и хаос да, сегодня. скажу я вам. Поэтому и пишут кто как хочет, поэтому и создаются различные словари, разговорники, кто как хочет и кто как может. Вот я вас перебью, я извиняюсь. Вы говорите, кто как хочет пишет. Если возьмем художественную литературу, вот художественную литературу, допустим, до 1957 года, где старая гвардия чеченских писателей была, и современную, нынешнюю художественную литературу. Если сравнить языки художественной литературы, созданной теми писателями и нашими современниками, просто несколько слов об этом. Что впечатляет, в какую сторону? Конечно. Пессимизм, оптимизм? Конечно, в те годы язык, носители языка, они были все-таки у них... Они знали язык очень хорошо, на очень высоком уровне. Они глубинно знали язык. А сегодня, к сожалению, немного тех людей, которые до такой глубины знают свой язык. Есть прямые смыслы, есть оттенки. Вот, по-моему, оттенки молодежь современная, она как-то прямолинейна в языке. С другой стороны, время, современность, современные условия, технологии, это все тоже влияет на язык. И привносятся какие-то элементы, которых не было, скажем, в тех же 60-х, 40-х годах. Язык носится новые какие-то элементы. Поэтому говорить, что язык писателей того времени был лучше языка писателей сегодняшних, тоже нельзя. А я, честно говоря, так и хотел. Вот какой-то, знаете, красивый язык, который вот окутанный ореолом истории, красотой, эстетикой такой, знаете, чеченской. Ну вот такой красивый язык у Ахмада Сулейманова был. Вот прекрасный язык у него был. Ну, до такого уровня пока что у нас никто не дошел. Ну, а вы говорите, значит, надо стремиться работать. Мне так кажется. Опять же, работать над словарями надо, наверное. Да, над словарями надо работать. И, как я уже сказал, этот словарь нужно развивать, дополнять на должном уровне. Вот у нас существует комиссия. Эта комиссия, у этой комиссии нет никаких законодательных прав, скажем так. Эта комиссия была создана в 2014 году. Ну, только мнение высказывать или может все-таки повлиять как-то на ситуацию? В феврале 2014 года в рамках нашего министерства это была комиссия создана. Эта комиссия по контролю функционирования чеченского языка в средствах массовой информации. Она по сегодняшний день работает, эта комиссия. Мы возглавляет ее Сайт Хасан Дадаев, бывший зам главного редактора газеты «Даймок». Мы до сих пор работаем, выезжаем на телевидение, на радио, приглашаем к себе, показываем такие традиционные ошибки, которые мы допускаем и в устной речи, и в письменных публикациях.
Какие-то сдвиги за эти годы есть, конечно, хотя они не так явно. Вы сканируете массу печатной продукции, Да, я так понимаю, да. и почему-то говорите, ну, какие-то сдвиги, то есть минимальные, а это же не обнадеживает. Потому что у этой комиссии, как я уже сказал, таких законодательных прав нет. Есть только рекомендательный характер. Работая на кафедре литературы и методики преподавания Чеченского госпедуниверситета, мы недавно обсуждали, и все единодушно заметили, знаете, что современные книги какая-то неубедительная, я не говорю, что во всех случаях, но во многих неубедительная, какая-то слабенькая, легковесная редакторская работа. Редактура, в том числе и на чеченском языке. Это тоже, скажите, это тоже очень слабая сторона сегодня всех наших изданий. Что делать республике, чтобы достойная продукция из-под прессы выходила? Почему так происходит? Тот, который написал, издает какую-то книгу, считает себя, чаще всего себя считает самым умным. Истина в последней инстанции. Да. И он не дает никому, не предлагает никому отредактировать свой текст. То есть он доверяет себе и все. Он доверяется своим возможностям и все. И таким же образом этот текст выходит. Хамзат, к сожалению, до того интересно было, но время подходит к концу. Но вы знаете, у вас еще есть последняя, в нашей сегодняшней записи, минута 60 секунд. Вы можете, если что-то вы не досказали, можете сказать, можете обратиться к коллегам, можете обратиться к жителям республики о проблемах языка, все, что вас тревожит, вас интересует. А можете просто поздравить людей с тем, что они такие хорошие. Я воспользуюсь этим моментом. Подходит Новый год, 2017 кончается. Все, что было в этом году, хорошего, плохого, это наше. Пусть в будущем году у нас будет самое главное здоровье. Это самое важное, я считаю. А все остальное приложится. И чтобы мы чуточку больше думали о тех, которые будут жить после нас. Чем они будут жить? Каким языком? В каком языке, на каком языке будут говорить. И какой духовный мир у них будет. Чтобы мы немножко больше думали об этом. Всем удачи. Вам спасибо. Вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях Хамзат Юнусов, директор Центра подготовки и переподготовки работников средств массовой информации. До встречи. Вам огромное спасибо.